Социальные реформы в Казахстане. Существуют ли они в реальности или они живы лишь в предвыборных обещаниях? 2 сентября 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана со своим посланием. А народ всегда интересовало одно – социальные проблемы и пути их решения. Социалка в послании Токаева очень многогранна и состоит из нескольких направлений. Много уже претворяется в жизнь, но я напомню вам об основных из них. Повышение качества образования в стране. Уже в начале декабря 2019 года была утверждена государственная программа развития образования и науки РК на 2020-2025 годы, где первой задачей стоит обеспечение высокого статуса профессии педагога. Думаю, что разъяснять тут особо не надо. Недовольные своей зарплатой и уровнем жизни учителя и преподаватели не смогут полноценно погрузиться в обучение и воспитание наших детей. Принятие этой программы, где все четко и ясно расписано, огромный шаг вперед для правительства Токаева. Поддержка института семьи. Уже сейчас малообеспеченные многодетные семьи получают ключи от своих квартир. Да, темпы небольшие, но человек – существо такое, всегда хочется все и сразу, но так не бывает. А вот более 600 млн. $, заложенных в бюджет на 3 года, такое есть и уже работает. Обеспечение качества и доступности медицинских услуг. Объем социальной поддержки в этой сфере увеличится в 17 раз со стороны государства. 7,2 млрд. $, в течение 3 лет. Это самое большое финансирование за последние десятилетия. С внедрением обязательного социального медицинского страхования, АСМС, с начала 2020 года, например, платное ранее МРТ стало бесплатным. В интернете можно найти полный список гарантированного объема бесплатной медпомощи, который предоставляет нам полис АСМС. Появился даже этап реабилитации в условиях амбулаторной медицинской организации, а это даст нам возможность не стать инвалидом или исключить появление повторного случая заболевания. Пенсионная система. Да, как и в России, пенсионный возраст подняли до 63 лет, у мужчин и женщин, но может быть это сделано потому, что качество жизни и здравоохранения в Казахстане значительно улучшилось. Ведь тенденция-то общемировая. Конечно, пока что это ахиллесовая пята во многих странах постсоветского пространства, но правительство Токаева не откладывает решение на самотек, впереди индексация пенсий и остальных соцпособий, с учетом нового курса тенге. И обратите внимание, Токаев, говоря в послании о пенсионной реформе, пояснил, что в этом направлении накопились серьезные проблемы. То есть наследство от Елбасы в плане пенсий негативное, и повышение пенсионного возраста – это не прихоть нового президента, а решение проблем, накопленных правительствами Назарбаева. В целом, возникает ощущение, что Токаев в сравнении с Назарбаевым кажется более близким к простым людям человеком, способным слышать. Это важный критерий для главы нации. Многие социальные реформы Назарбаева остались лишь пустым звуком в его речах перед правительством и народом. Работу Токаева уже видно невооруженным взглядом, но многое еще предстоит сделать. Подводя итог всему вышесказанному, завершить хочется словами Касым-Жомарта Токаева. Мы хорошо знаем обо всех проблемах, которые волнуют народ. Не случайно в начале февраля с целью контроля проводимых реформ создан Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента Казахстана. Алла Застан.